Презентация доклада уполномоченного по правам ребенка в Абхазии проходит в первый раз. Институт был учрежден указом президента республики 14 июня 2021 года. Специфика деятельности омбудсмена заключается в создании гарантий государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. В своей деятельности я дополняю существующие средства защиты прав и интересов ребенка, не отменяю и не влеку пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и интересов несовершеннолетних. Мактина Джинджуля подчеркнула, что введение института уполномоченного по правам ребенка в республике, безусловно, стало одним из важнейших политических инноваций государства в области защиты прав и интересов несовершеннолетних. Это достаточно важный институт гражданского общества, занимающийся обеспечением субъективных и объективных прав детей. Однако, учитывая то обстоятельство, что институт является достаточно молодым, его деятельность нуждается в дополнительном представлении и агитации среди граждан. Мне бы хотелось подчеркнуть полный перечень приоритетных направлений работы аппарата за отчетный период. Первое – это анализ законодательства в сфере детства, разработка законопроекта об уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия и положение об отделе опеки и попечительства, лоббирование вопроса по изменению структуры и подведомственности органов опеки и попечительства, централизованной системе органов опеки и попечительства, лоббирование вопроса создания кризисного центра временного содержания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Работа по улучшению предоставления социальных услуг для несовершеннолетних, работа с обращениями граждан, просветительская работа с молодежью. С июня 2021 года по декабрь 2022 года сотрудникам аппарата удалось разрешить множество проблемных и противоречивых ситуаций в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и в целом способствовать улучшению качества жизни детей. Мне бы хотелось озвучить некоторые проблемы, на наш взгляд, которые являются наиболее острыми в сфере детства. Пробелы в нашем законодательстве в сфере защиты и охраны детства. К примеру, отсутствие единого банка данных о детях, которые остались без попечения родителей. Семейное гражданское законодательство Республики Абхазия не приведено в соответствии с общепризнанными международными нормами. Недостаток психологов в образовательных учреждениях, отсутствие служб, оказывающих психиатрическую помощь детям и подросткам, отсутствие детского отделения психиатрической больницы, также недостаток узкопрофильных специалистов, которые готовы оказать медицинскую помощь ребенку с ментальными и иными особенностями развития психики и здоровья. О приоритетных направлениях деятельности, среди которых анализ законодательства в сфере охраны детства и просветительская работа с молодежью, выступила юрист аппарата уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая. Она подчеркнула, что аппарат уполномоченного как государственный орган не обладает правом законодательной инициативы. Однако уполномоченным по правам ребенка было избрано данное приоритетное направление, связанное исключительно с разработкой законопроекта и предоставлением данного акта в соответствующий законодательный орган Республики Абхазия для принятия его в установленном законом порядке. Разработанный нами законопроект содержит статус уполномоченного, его компетенцию, принципы, задачи, условия, порядок назначения на должность и порядок освобождения от должности. Екатерина Ляховецкая еще раз напомнила и про трагический случай, произошедший с несовершеннолетней 13 сентября 2022 года, когда, находясь на железнодорожном полотне перегона Гагра-Бзып, девочка попала под движущийся поезд Сухум-Санкт-Петербург, в результате чего скончалась на месте. После данного случая в обществе отмечался серьезный риск вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн-игры, приводящие к суициду. К примеру, «Синий кит» или «Тихий дон». Соответственно, мы не могли оставаться равнодушными или игнорировать данную ситуацию, в связи с чем в сентябре 2022 года уполномоченным по правам ребенка
ребенка было принято решение о разработке методических материалов, которые направлены на предупреждение и недопущение вовлечения несовершеннолетних в данные опасные онлайн-ресурсы. Только после утверждения данных материалов уполномоченным был составлен перечень школ, которые мы посетили в рамках проведения данных тематических классных часов. Специалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба рассказала о предпринятых аппаратом мерах, направленных на восстановление прав ребенка в получении образования, медицинской и социальной помощи. Николь Шамба отметила, что на имя уполномоченного по правам ребенка поступило 8 обращений, связанных с нарушениями в области образования. Участники презентации отметили важность института уполномоченного по правам ребенка и поблагодарили за проделанную работу, а также выступили с предложениями. Суды общей юрисдикции все представляют в конце года и ежеквартально отчеты по категориям дел. Например, семейные, бракоразводные, алиментные дела. Дети, родители, которые лишаются родительских прав. Дети передаются другим семьям на воспитание. Вот можно какую-то оценку, посмотреть эти категории дел, как дети дальше, вот, например, дети, которые переданы на воспитание, как они адаптируются, да, вот в этих семьях. Иногда бывает же не уживаются с новыми родителями, хотя и со старыми им было плохо, поскольку родители были лишены родительских прав. Несомненно, достижение института уполномоченного за отчетный период – это результат продуктивного взаимодействия с полномочными органами государственной власти Абхазии, органами местного самоуправления и общественными организациями. Шазина Ханагуа, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.